Мэр Сухума Бесланыш поздравил ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Сухуме. Сегодня в столице Абхазии проживает 13 участников войны. Всем им от имени администрации Сухума были сделаны денежные подарки к 76-летию со Дня Победы. Бесланыш лично поздравил ветеранов Нину Ивановну Дорофееву и Валентину Ефимовну Шульгину и пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте. Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы долгие годы были с нами. Дай Бог. Будьте здоровы. Как вы себя чувствуете? Спасибо. С праздником. А это небольшой презент от администрации. Как вы себя чувствуете? Как здоровье? Живу. Отлично. Мечтаю жить. Отлично. Нина Дорофеева рассказала, что перед приходом мэра смотрела по российским каналам историю авиационного полка, в котором она служила и с которым дошла до Берлина. На войне встретила офицера из Абхазии Ивана Дорофеева, вышла за него замуж и переехала в нашу страну из Орловской области. Нина Ивановна спела гостям марш Авиаторова. Когда она забыла слова песни, их подсказал ее правнук. Как раз сегодня показали мою историю жизни. Да? Я на авиационном заводе работала. Как раз только что кино смотрели. Это Тбилиси это было. Авиационный завод. И там я работала до войны. Я в детском доме росла. Эту песню мы пели в детском доме. Мы рождены, а я забыла. Это сказку сделать были. Мы рождены. Сказку сделать были. Преодолеть пространство и простор нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца Пламенный мотор. Все выше и И выше, выше, и выше. Дымим мы в полет наших птиц, и в каждом пропеллер дышит спокойствие наших границ. Вот браво! Песню поешь, а славно шьешь. Ай, как нехорошо. Вы прекрасно выглядите, чтобы еще долгие годы мы приходили, поздравляли вас с праздником Победы и другими праздниками. Ну, Крепкого обязательно здоровья. будете петь все вместе Мы собой. выучим И на я следующий с вами. Договорились. Без вас мне будет тяжело. И здесь и петь. И танцевать. Будьте здоровы. Еще раз праздником. Днем Победы. Спасибо. 99-летняя Валентина Шульгина, участник Сталинградской битвы, также дошла до Берлина. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, награждена медалью за отвагу. Она также награждена орденом Красной Звезды за Курско-Орловскую битву. Здравствуйте, Валентина Ефимовна. Поздравляю вас с 76-й годовщиной Спасибо. Победы в Великой Отечественной Спасибо. войне. Садитесь со мной. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы мы еще много лет поздравляли вас. Скоро уже 100 лет мне. Да, знаем. 20 числа января месяца будет уже 100 лет мне. Отлично. Чтобы еще много лет. Я прошла большой путь. От Сталинграда до Берлина. Там моя роспись есть на Берлине. После победы Валентина Шульгина служила в Японии, где и познакомилась с будущим мужем, с которым они в 1956 году переехали жить в Абхазию. Ветеран войны говорит, что хочет дожить до того дня, когда Абхазия будет процветать. А сейчас уже живу. Только хочу умирать, не хочу. Хочу, чтобы Абхазия воскресла. Потихонечку Воскресла прямо. воскрешает. Сразу как воскресла. Тогда уже можно умереть, знаешь, что все хорошо. Вот. Как вы себя чувствуете? Ничего, сейчас ничего уже, ничего легче. Отлично. Молодцы. Молодцы. Мы гордимся, что вы у Да, нас есть. помаленечку надо. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победы ждали мы 4 года суровой и изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах. Придет она, победная пора. Нас не сломили вражеские бомбы и не сгноили вражьи лагеря. Мы мощь врага атакой угасили, во вражью рать стальной вбивали клин, с ребенком на руках боец великий оберегает нынешний Берлин. Ведь наш солдат
Варшаву, Вену, Прагу от лютой смерти спас в крамольнейшем бою и на стене фашистского Рейхстага оставил подпись вечную свою. Он написал: солдат стрелковой роты, чтобы народа мир сберечь, чтобы не устрашить кого-то, а землю от пожара уберечь. И вот она пришла, великая победа для всей земли, для всех материков, для русского, украинца и шведа, для молодых детей и стариков. Давно уже закончилась война, и сгнили все солдатские шинели, но для народа нашего навек останется победный 45-й. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам за заботу, за внимание. Что У вас вы, сейчас что вы. тяжелое время. Скромный букет. И наш такой маленький презент. Да, разом и Спасибо, спасибо, спасибо. Времени не хватает о нас думать. Но все равно сейчас надо, вы видите, я уверена, все время говорю. Я почему-то уверена. Мы еще хоть старые, но все равно душой болеем. Знаем, Болеем конечно, душой. конечно. Душа болит. Так жили хорошо, так было все хорошо. А сейчас, видите, все это. Вы еще доживете, когда Вылезем. будет все хорошо. Я думаю, что мы вылезем. Конечно. Вылезем и будем нормально жить. Нормально жить. Если в одной большой войне Отечественной победили, в нашей войне победили, ну это что не сможем победить, конечно, победим. Конечно. Валентина Ефимовна следит за событиями, происходящими в стране. Она в курсе, что недавно мэрия Сухума подписала соглашение о побратимстве с чебоксарами, пожелала мэру успехов в работе. Я слежу, я радуюсь, когда все хорошо. Спасибо вам большое. Вам огромное спасибо, Спасибо, что вы у да, нас да. есть. И еще раз просим вас держаться и долго-долго быть с нами. Ну, достали, Будьте надо здоровы. доживать. Нет, 100 Достали. мало, 100 уже мало. 100 уже мало. Еще раз вас с праздником, не будем вас больше Спасибо беспокоить. вам, спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо вам, ребята, всем спасибо большое. От имени администрации города Сухум поздравили ветерана войны 95-летнего Бориса Кутарба. В 1944 году 17-летнего парня забрали в армию, награжден медалями за оборону Кавказа и за победу над Германией. В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч воинов из Абхазии, более 17 тысяч погибло на фронтах. Сегодня в Абхазии проживает 54 ветерана. Ставшие очевидцами еще одной войны, они хотят для своей страны и своих родных только мира. Мадина Бганбе, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум.